Привет, друзья! Вот мы и в Люцерне. О самом городе я расскажу в других видео. А сегодня мы вот на таком прогулочном кораблике отправляемся в другое место. Надеюсь, это будет безопасная поездка, ведь Фирвальдштетское озеро одно из глубоких в Швейцарии. И вот вдалеке видна уже наша цель – легендарная гора Пилатус. Кстати, отсюда виднеется и другая гора – Риги. Туда мы, возможно, поднимемся в следующий раз. А где-то через пару часов мы окажемся вон там, где-то на вершине Пилатуса. Хотя стоит заметить, что его виды и отсюда тоже прекрасны. Если бы не мое промедление, то можно было выйти сначала и тут, поглазеть, перекусить. Место, походу, тут тоже очень достойное. Ну ладно, плывем дальше. Кстати, смотрите, как классно и компактно сделан яхт-клуб. Ну и какая же Швейцария без скалолазов. Короче, все 33 удовольствия в одном месте. А вокруг прямо такое альпийское спокойствие. Ну вот, вроде мы и на месте. Топаем, как говорится, дальше, но сначала покажем билетики и, как положено туристам, соберемся в кучки. Ведь на гору мы поедем на таком чудо-поезде. Как видите, весьма плотненько и, конечно, с множеством современных устройств безопасности. Ведь мы едем по самой крутой зубчатой железной дороге в мире. За полчаса мы проедем всего 4 километра, но поднимемся на более 1500 метров. По-швейцарски. Медленно, но верно. Наклон может составлять до 48 градусов. Но вот так поезда поднимаются наверх уже 1,5 века. Но на гору можно подняться за день. Пешком. Сколько на это потратили коровы, я не знаю. Вот мы уже и на месте. И тут реально прохладно. Идет дождь, и тут совсем мало людей. Но вид, конечно, обалденный. А облака добавляют при этом немного чувства какой-то нереальности. Впереди еще озеро, но его я вам покажу с лучшей перспективы. Оттуда, с вершины, что с крестом. Вообще это сейчас гора – популярное туристическое место, и подняться сюда весьма легко. А вот в средние века для этого нужно было разрешение от церкви. Кстати, вот и обещанный вид на озеро. Согласитесь, подняться сюда однозначно стоило. А вид на этот одинокий домик вообще завораживает. Очень красиво. Если бы не погода. Не зря гору называют Пилатус. Это тот, кто носит шапку, имея в виду, что на вершине горы частые облака. Это уже потом придумали легенду, что Понтий Пилат нашел тут свое последнее пристанище, и его беспокойство всегда вызывает непогоду. И впрямь думается, что мы действительно потревожили местных духов. Так что напоследок глянем вон те пещеры под красивым названием «Путь дракона». С мифическим драконом они, правда, ничего общего не имеют. Это просто туннель в скале, который ведет к другим смотровым площадкам. Тут
тут сыро и скользко. Так что, сори, разворачиваемся и двигаемся назад, туда, ближе к теплу. С надеждой, что эта канатная дорога нас быстро доставит в Люцерн. Сквозь ветер, туман и дождь. Вот вроде бы и все. Мы отправляемся назад. Пока, Пилатус. Но это еще не все. О, смотрите, какие отсюда виды. Как тут действительно красиво и просто поразительно круто. Вау. Несмотря что гондол реально болтает. И немного страшно. Кстати, можно выйти и на промежуточной станции. Неожиданно. Но мы поедем дальше вниз. И не зря. Нас встречает огромная радуга. Возможно, что местные духи нас все-таки простили. Вот снова Люцерн, снова тепло, снова 20 градусов. Мы живы и, надеюсь, здоровы. Но так хочется сказать: пока, пока, холодный Пилатус. А мы с вами не прощаемся. Следите за каналом. До новых встреч.